Зимний туристический сезон официально начнется уже 1 декабря. К этому времени горнолыжные базы должны подготовить трассы, места отдыха, оборудование, канатные дороги и персонал, который будет работать с отдыхающими. В департаменте туризма даже разработали специальный план подготовки и контроля мест отдыха. Первостепенная задача – это проверка объектов. На сегодняшний день более 10 объектов в Кыргызстане, на территории Кыргызстана, готовы принимать туристов в зимний период. А также на сегодняшний день проверяется их инфраструктура, дороги, электричество, подача электричества и так далее. Если даже альтернативного электричества нет, то должны быть инструктора, которые спускают профессионально клиентов и так далее, и так далее. То есть присутствуя и каких-то определенных оборудований по спуску. Вот такие моменты. Однако проверять безопасность горнолыжных баз специалистам придется, что называется, на свое усмотрение. Каких-либо конкретных критериев оценки безопасности государством не прописано. Получается, что разрешено все то, что не запрещено, говорит президент Ассоциации туризма «Шелкового пути» Владимир Комиссаров. Вся проблема в том, что у нас нет технических норм никаких. Нет никаких норм безопасности. То есть вот придет гостехинспекция и скажет: давайте я проверю ваши подъемные механизмы. А по какому стандарту их проверять? То есть нет у нас норм, нет стандартов безопасности на горнолыжные базы. А там должны быть стандарты безопасности, по крайней мере, на оборудование, на подъемное, на горнолыжные склоны стандарты должны быть, и на обслуживающий персонал. О том, что сферу туризма в стране нужно развивать, в начале каждого сезона говорят практически все чиновники. Предложений по привлечению гостей, а вместе с ними и потока финансов в госбюджет была масса. В преддверии нового сезона департамент туризма также выступил со своей инициативой – взимать с каждого иностранного туриста по 10-15 долларов дополнительно. А на эти деньги потом строить для них клозеты. Это мы поднимали инициативу такую, фонд поддержки туризма. Мы понимаем, что на сегодняшний день из бюджета не получаются большие деньги вытащить на продвижение туризма, но фонд поддержки туризма, там, где с каждого туриста оставляется примерно 10-15 долларов, скажем так, с разными механизмами, механизм еще не выработан, мы просто фонд поддержки туризма на сегодняшний день заложили в новом законе о туризме. Как только примется закон, мы, наверное, продумаем с туроператорами совместно, какой же механизм будет собирания денег в этот фонд. Мы решили посчитать, во сколько зарубежному гостю обойдутся сутки зимнего отдыха в Кыргызстане. Получается, стоимость суток проживания на базе отдыха колеблется от 1500 до 2500 сомов. От цены зависит, будут ли туриста кормить в гостинице, или же нужно заранее подготовить так называемый сухой паек. Аренда снаряжения обойдется в 600 сомов. Начинающим спортсменам на каждой горнолыжной базе заботливо будут предложены услуги инструктора, разумеется, за отдельную плату. Удовольствие не из дешевых. Час занятия с тренером обойдется в 4000 сомов. Отдельно оплачивается абонемент на канатную дорогу, что еще 1000 сомов в день. Итого получается около 5600 сомов в сутки с одного туриста. И это без учета стоимости перелета и дороги из города к месту отдыха. А если сюда прибавить еще и предполагаемые сборы с туристов по 10-15 долларов, сумма получается довольно внушительная. И, судя по всему, это вряд ли поможет привлечь больше туристов. Сабина Дамаскина, Асхат Ибраимов, НТС.